Добрый день. Добрый день, уважаемые... Добрый вечер, точнее уже. Добрый вечер, уважаемые студенты. Сегодня с вами педагог-психолог Макарова Светлана Аркадьевна. И мы проведем с вами вебинар «Сессия без стресса» или экспресс-методы снятия эмоционального и физического напряжения. Все мы, каждый из нас сдает экзамены. Мы, наверное, уже не можем представить свою жизнь без экзаменов. Это и наши первые и последующие ВПР в школе, экзамены в колледже, а дальше вы совсем недавно выдержали такой напряженный марафон, сдавали ЕГЭ. И вот теперь уже подошли непосредственно совсем близко, да, к своей первой сессии в университете. И, конечно, необходимо также ответственно и основательно к ней подготовиться. Сегодня наше занятие и будет этому посвящено. На самом деле, да, экзаменов страшится любой, будь он хоть 7 пядей во лбу, потому что на экзамене самый глупый может спросить больше, чем самый умный ответить. Помните про это и спокойно воспринимайте любой вопрос. Для того, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам, давайте разберем само понятие «готовность». В понятие «готовность» входит информационная готовность, это информированность о контрольных точках, необходимом количестве баллов, предметная готовность или содержательная, но это то, что вы выучили по данному предмету, то, что вы усвоили, то, что вы запомнили. Психологическая готовность. Это состояние готовности, настрой. Именно то, чем мы сегодня будем заниматься. Внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Любые экзамены и, конечно, сессию в том числе сопровождает стресс. Хорошо это или плохо, но так оно есть. Стресс в переводе с английского на русский переводится как напряжение, давление, зажим. Пройти вот это вот нелегкое испытание, такое как сессия, играете, шутя, вряд ли будет возможно. Поэтому надо все-таки, да, рассчитать свои силы, чтобы хватило и времени, и ресурсов, и эмоционального настроя. Потому что любые экзамены, они требуют как умственной включенности, но также и физической, и эмоциональной. Поскольку в экзаменационную пору всегда присутствует напряжение, стресс, мы должны помнить, что это абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные всплески, они даже полезны, так как положительно сказываются на работоспособность и усиливают умственную деятельность. Короткий умеренный стресс, так называемый эустресс, от греческого «хороший», «настоящий», тренирует организм и адаптирует его к последующим, более интенсивным воздействиям. Однако же излишнее эмоциональное отношение зачастую оказывает обратное действие, поэтому очень важно формировать адекватную оценку ситуации. Это поможет разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзаменов. Мы сами подчас допускаем ошибки при подготовке. Если вы чувствуете
тревожность, неуверенность, страх. Вот это уже может привести к ошибке. Если внутри вас звучат слова «не сдам», «не знаю», «не смогу», «боюсь», сравнение с более успешными сверстниками, да? Кто-то, как вам кажется, лучше готов, лучше успевает, но мы должны ориентироваться только на самого себя. Вот наши результаты сейчас и, например, наши результаты через месяц, наши результаты в следующую сессию. Мы можем сравнивать себя, да, только с самим собою. И тогда это будет объективный результат. Иногда еще возникает такое перфекционистское мнение, состояние, что я должен сдать экзамен только на 5 и никак иначе. Я отличник, и поэтому никакие другие оценки для меня недопустимы. И это тоже подтачивает силы, и так ли уж нужно сдавать все на 5? Если вы ориентируетесь, да, на красный диплом, все равно допустимо определенное количество четверок. И четверка здесь не есть, да, такая оценка, которая полностью выбьет вас из колеи. А возможно, для вас вы настроены на какой-то средний уровень обучения, да, и для вас это достаточно, и вы больше ориентируетесь, например, на практику. Это тоже вполне нормально. Самое главное – усваивать материал и сдавать экзамены вовремя. Бывает такое, что у студентов присутствует легкомысленное отношение к сессии, ну и к экзаменам, да, когда в голове звучат примерно такие фразы: «Ничего страшного, как-нибудь сдам, на авось». Это очень часто приводит к тому, что какой-то экзамен остается не сдан, какой-то зачет, иногда даже студента не допускают, да, учащегося. И затем вот эта ситуация нарастает как снежный ком. От сессии к сессии увеличивается количество хвостов. Позиция страуса. Когда я что-то не знаю, боюсь подойти, боюсь сделать над собой усилие, и как страус прячу голову в песок. И оставляю ситуацию на потом. Это уже у нас так называемая прокрастинация. Да? Прокрастинация, когда мы важные, срочные, иногда даже срочные, важные дела оставляем до последнего момента, оставляем на потом. А потом мы тратим максимальное количество усилий, чтобы их доделать. И, конечно же, при этом вырастает тревожность, усиливается наша нервозность. Поскольку результат получается не такой хороший, как хотелось бы, снижается самооценка, снижается уверенность в себе и продуктивность. Какие еще могут быть, да, ошибки? Это излишняя суета, напряженность, чрезмерная подготовка. Это как раз вот в позиции такого перфекциониста, когда мы слишком усиленно готовим, многократно проверяем, вот хотим добиться совершенства. И кажется, что это совершенство никак не приходит. Вот эта чрезмерная подготовка, она в итоге может, наоборот, нарушать режим труда, нарушать режим отдыха. Поэтому обратите внимание, да, какие у вас ошибки, какие у вас сейчас уже присутствуют нарушения. Итак, режим труда и отдыха. Ну, чтобы полноценно, да, не тратя лишних сил, подойти к экзаменационной сессии, надо, конечно, придерживаться достаточно такого нормального режима дня. Это приблизительно 8 часов, ну, рабочий день, да, рабочий учебный день, который вы тратите на подготовку. Третья часть, 1/3 часть – это хобби, прогулки на свежем воздухе, спорт. И еще 1/3 часть, поскольку 24 часа отлично делится вот на 3 части, это сон. Ну, вот здесь вот у нас, конечно, написано в идеале не менее 8 часов.
Я знаю, что многие студенты, уже даже учась на первом курсе, начинают работать. И, конечно, это дополнительная нагрузка. И вот так вот выделить 8 часов затем на какие-то свои развлечения, отдых и так далее, 8 часов на сон, не у всех получается. Ориентируйтесь хотя бы, чтобы ваш сон был не менее 6 часов. Потому что если вы начнете 3 недели, 3-4 недели не спать, да, ну, не спать по ночам, спать по 3-4 часа, конечно, ваши ресурсы очень быстро истощатся. И старайтесь в любом случае, как есть у вас время, между одним, например, пунктом до другого вы каким-то образом добираетесь, старайтесь это время проводить на свежем воздухе. Так скажем, режим питания. Режим питания. Ну, какого-то специального прямо режима питания не обязательно придерживаться. Вы едите то, что вам нравится, то, что для вас вкусно, но старайтесь ориентироваться на следующее. Все-таки здоровая основа, да, питания интеллектуала – это у нас белки и витамины. Белки – это мясо, птица, рыба, яйца, творог. Это нам обязательно нужно. Ну, здесь вот у нас творог, он еще и источник кальция и витаминов, кроме белка. В такой вот зимний период, где мы можем найти витамины, да, если это из продуктов питания? Витамином С очень отлично богата капуста. Вы можете ее есть в соленом, в кислом и в соленом виде, да, капусту, маринованную, соленую капусту. Использовать много также витамина С в перце. Ешьте морковь, ешьте лук, ешьте свеклу. Кроме того, обращаем внимание на орехи. Несколько буквально орешков, они дадут витамины для когнитивных процессов, у вас улучшится память, улучшится работоспособность. Если это небольшие орешки, там, допустим, арахис, да, кешью, фундук, то вы можете есть там 7-8 орешков. Если это грецкий, 2-3 орешка. Этого будет достаточно. Небольшое количество шоколада, отличная добавка, потому что это у нас с одной стороны это антидепрессант, с другой он повышает, улучшает настроение, да, и с другой стороны тоже дает энергию. По возможности едим фрукты. Сейчас появились в продаже мандарины, сладкие, вкусные, да, как преддверие уже Нового года. Плюс, конечно, можно использовать витамины аптечные, да, витамины группы В, которые которые у нас укрепят нервную систему, витамины С. Но в этом случае вам лучшую, скажем, информацию даст уже лечащий врач. И не забываем про то, что вода – это у нас незаменимый источник кислорода, он нужен нашему мозгу, и употребляем чистую питьевую воду. Итак, предположим, что вы следуете моим советам, правильно питаетесь, достаточно спите, бываете на свежем воздухе, и все же ваше состояние не очень хорошее. Вас мучают сомнения, вас мучают страхи. Например, вы ложитесь вечером, ночью, скорее всего, конечно, в кровать, стараетесь заснуть, и вот вам в голову лезут всякие различные неприятные мысли. Как будто страхи собрались вот здесь вот вокруг кровати и что-то там нашептывают и пугают бедного ребенка, ну, бедного студента. Один говорит, что ты ничего не знаешь, допустим, и ты провалишься завтра. Другой, то, что преподаватель очень строгий, очень жесткий. Четвертый, что он задает провокационные вопросы. Следующий страх говорит про то, что
А, И ты тогда, если ты не ответишь, да, тебе будет стыдно еще и перед окружающими, и затем, как я скажу, родителям, например, да, кто-то там еще под кроватью залез, а это тут, наверное, вот этот вот страх. И все вместе они что-то нашептывают. Если у вас присутствует вот такое состояние, да, когда эти иррациональные мысли начинают вас пугать, в этом случае нам поможет методы релаксации. Внутреннее состояние уверенности можно обрести при помощи релаксации. А вот уже через внутреннее состояние, да, мы с вами постараемся обрести внешнее. Так, сейчас можно, так, пока нет, пока камеру не обязательно на весь экран, но можно и на весь экран сразу уже, потому что я покажу несколько упражнений. Угу. Так, значит, первое, с чего мы сейчас начнем. Возьмите так, ваши ручки, сожмите их в кулак, так, чтобы большие пальцы, они были внутри кулачка. Сделайте вдох и на выдохе, выдыхая, очень сильно сжимаем кулачки. Именно на выдохе. Выдыхаем и сжимаем ваши кулачки. Затем вдох, разжимаем. Выдыхаем, сжимаем. Вдох, разжимаем. Хорошенечко продышались. Это упражнение, повторяю, когда мы сжимаем кулак, мы выдыхаем. Когда разжимаем, мы вдыхаем. Разжимаем, сжимаем кулаки, выдыхаем. Разжимаем, вдыхаем. Вы можете это упражнение проделать с закрытыми глазами. Тогда у нас эффект еще усилится, если вы это сделаете с закрытыми глазами. Следующий момент. Что нас может еще нормализовать наше состояние, успокоить? Мы берем двумя пальцами, большим указательным, и делаем так называемый массаж правой рукой, левую кисть. Делаем каким образом? Подушечками пальцев мы усиленно вот так вот нажимаем на мизинец. Начинаем с ногтевого ложа и переходим к основанию пальцев. И вот так вот каждый пальчик мы обхватываем, проделываем так сначала с одной кистью, а затем меняем. Размяли пальчики. Следующий момент. Находим точку между нашими надбровными дугами, закрываем глазки и в течение минуты массируем ее такими легкими движениями по часовой стрелке. Ну, не меньше 30 секунд. Массируем точку между надбровными дугами. Следующий прием. Мы кладем руку на затылок и обхватываем шею, сжимаем шею с усилием. Идем от затылка, идем вдоль шеи, непосредственно продвигаемся вниз к позвоночнику. И еще разочек. Если вы, скорее всего, если вы живете в общежитии, да, вы находитесь с кем-то вместе в комнате, и, пожалуйста, сделайте друг другу расслабляющий массаж. Помассажируйте друг друга, тем самым расслабитесь.
Так, следующее у нас с вами упражнение. Это кинезиологические крюки или крюки Денисона. Кинезиологические крюки – это упражнение, оно способно возвратить баланс между правым и левым полушарием, нормализовать состояние, потому что наше правое и левое полушарие очень часто входят в дисбаланс. Одно из них отвечает за эмоциональный фон, другое за процессы мышления, то есть наша рациональная часть. Так вот, при помощи этого упражнения, да, оно способно ослабить душевное напряжение, способствует адекватным действиям и поступкам. Сделав это упражнение, мы лучше воспринимаем новую информацию и легче можем воспроизвести старую. Понимаем точку зрения другого человека и свою собственную. Это упражнение состоит из нескольких частей. Вот сейчас мне надо, чтобы на большом экране, да, я была. Так, вот смотрим внимательно. Сейчас попробую я. Ручки ставим параллельно. Вот так вот. Кисти у нас параллельно. Ноги стоят не скрещенные пока на полу. Это упражнение вообще можно делать стоя. Можно делать его сидя, как мы с вами сейчас. Это на ваш выбор. Кисти мы вот так переворачиваем. Мне надо, чтобы все вот это правильно было видно. Итак, вот так мы делаем кисти. И теперь их переворачиваем. Перевернули, и правую кисть мы заводим за левую. Правую кисть заводим за левую. А теперь вот так вот разворачиваем и прижимаем к себе. Развернули и прижали к себе. При этом правую ножку перекрещиваем на левую. Правую ножку кладем сверху на левую. Сейчас еще раз повторим. Так, вот наши руки. Мы их развернули. Правую руку завели за левую. При этом правую ногу тоже перед левой. Развернули и прижали к груди. Делаем глубокий вдох. На выдохе закрываем глаза. Закрыли глаза и погрузились в собственное тело. Прислушались, почувствовали теплоту внутри груди. Эта теплота опускается ниже. Грудь проникает вглубь живота, тепло разливается внутри. Почувствуйте, прислушайтесь к тому, что говорит ваше тело, и побудьте с ним наедине. Вот в таком состоянии вы пребываете приблизительно минуту. После того, как минуточка у нас прошла, мы делаем глубокий вдох. На выдохе открываем глаза, расслабляем руки, ноги ставим параллельно. И продолжаем опять. Ручки параллельно. Переворачиваем. Теперь уже левую руку мы заводим за правую. И опять в замочек их. Затем прижимаем к груди. Прижимаем к груди. И теперь уже левая рука, левая нога, она на правую. Делаем глубокий вдох. Затем выдох. И погружаемся в себя. И опять одну минуточку проводим наедине с собой. Чувствуем, как разливается тепло внутри нас, как нам становится хорошо, спокойно, комфортно. Чувствуем эти приятные ощущения. Далее делаем вдох, выдох.
На выдохе раскрываем руки, и руки у нас падают на колени. Ножки ставим параллельно. И затем делаем 3 глубоких вдоха. И подтягиваемся. Вот так вот хорошо, хорошо подтягиваемся. Глубоко и расслабляемся. Что дает нам это упражнение? Вот это вот подтягивание и зевание, когда мы зеваем и подтягиваемся, в наших мышцах формируется белок. Называется он титин. И он выводит токсины из нервной системы. Поэтому это упражнение такой так называемый детокс для нервной системы. Крюки Денисона стоит выполнять перед каким-то экзаменом, контрольной работой, публичным выступлением. Но лично сегодня я вот проделывала. Это упражнение актуально в ситуациях, когда необходимо успокоиться и принять правильное решение, а также в состоянии возбуждения или подавленности. Оно помогает. Ну и далее мы с вами от физиологических упражнений. Сейчас, одну секундочку, WhatsApp проверю. Так, ага. Так, потому что если будут какие-то вопросы, вы можете писать, и мне передадут. От физиологических упражнений мы теперь переходим больше к психоэмоциональным упражнениям. Так вот, уверенность, которую так нам всем с вами не хватает, она складывается из 2 составляющих. Из того, как мы себя чувствуем и как мы выглядим. Чувствуем – это наше внутреннее ощущение. Как мы выглядим – это наше поведение, как окружающие люди воспринимают нас. И что же нам может помочь в этом? В этом нам могут помочь техники самовнушения. Техники самовнушения – это такой рациональный настрой. Это самовнушение, оно должно быть позитивным, жизнеутверждающим, конструктивным. Зачем нам внушать себе что-то негативное? Самовнушение должно быть облечено в простые, четкие и понятные фразы, в утвердительной форме и без частицы «не». Начинаться они могут с таких слов «я хочу», «я могу», либо вот здесь вот есть примеры, да? И работает, конечно, техника самовнушения только при многократном повторении. Я вам сейчас предлагаю придумать несколько кратких таких оптимистичных тезисов, которые вы в дальнейшем сможете повторять в период волнения. Но сначала их надо, так скажем, заучить, повторять многократно не только в период стрессовых ситуаций, в период каких-то сложных, волнительных ситуациях, но просто в нормальной обстановке и в нормальном состоянии, чтобы эта фраза стала для вас родной. Какие могут быть фразы? Все будет нормально, а еще лучше все будет хорошо или отлично. Сейчас я почувствую себя лучше. Я уже чувствую себя лучше. Я владею ситуацией. Без сомнения, я справлюсь. Я очень люблю фразу Проспера Мариме «Если делаешь, делай». И если возникают вот какие-то сомнения перед тем, как приступить, да, то я говорю вот такую фразу, потому что сомнения я уже оставила, я уже разобралась, допустим, многократно проиграла в голове эту ситуацию, и дальше, когда я приступаю, сомнениям уже не должно быть места. Также я пользуюсь, например, фразой перед консультацией. Бывает, что собственные мысли одолевают, какие-то дела, ты не можешь от них отделаться.
а человек уже пришел, допустим, я сказала, проходите, пожалуйста, в кабинет, и также мне надо приступать к работе. И тогда я говорю, все потом, сейчас только я и клиент. И все также остается за кадром. Техники рационализации. Что это за техника такая? Данные техники основаны на использовании механизма психологической защиты рационализации. И она заключает в себя активно положительный потенциал поведения личности. Здесь вам нужен будет чистый лист бумаги. Чистый лист бумаги, вы его, вот, например, да, обыкновенный чистый лист бумаги. Вы его берете и наверху пишите проблему, которая вас мучает. Ну, например, сессия или экзамен, или конкретно какая-то аттестация, какая-то сдача, может быть, преподаватель. Может быть, конечно, вас мучает проблема, не связанная с экзаменами, естественно, это тоже будет работать. Затем вы делите лист бумаги по вертикали на две части. На две части по вертикали. Сверху, значит, у вас написана проблема, а далее вы пишете в левую часть все неприятные мысли, которые связаны с этой проблемой. А в правую сторону вы пишете все преимущества. То есть в левое все минусы, в правую все плюсы. В левую все недостатки, в правую все достоинства, которые имеет данная ситуация. И затем, ну, смотрим, конечно, какой столбик получился длиннее, да? И затем фразы из первого столбика, из левого столбика мы переформулируем так, чтобы они звучали позитивно. И переписываем их уже в новой интерпретации в правый столбик. То есть мы смотрим на них со стороны. Допустим, экзамен, и для нас в левом столбике написан отрицательный момент. То, что я, например, сильно переживаю, да? Можно в правой написать, что при помощи соответствующих техник, если я хорошо подготовлюсь, да, я смогу его сдать, и тем самым я научусь справляться с этой ситуацией. И это уже будет как положительный момент. Применение подобных способов саморегуляции поможет вам обеспечить самообладание и выдержку адекватной проблемной ситуации, которые, ну, всегда на самом деле, да, возникают во время испытаний. Вот такой техникой, я думаю, что это уже не какой-то секрет, не какая-то такая новинка, да. Вы, скорее всего, про этот метод, конечно, слышали, но пользуетесь ли вы им? Потому что это самый простой способ, особенно в спорной ситуации, когда вам надо принять решение. И тогда мы все за и против, вот так вот расписываем и рассматриваем две стороны поочередно. Ну, это так вот, немножечко украсила презентацию. Как раз мы здесь сидим с этими листочками. От методов релаксации, от методов, да, рационализации мы с вами переходим, немножечко я уделю время уделю тайм-менеджменту, да, как раз уделю время времени. Сама, честно говоря, несколько грешу, да, не всегда соблюдаю вот эти временные нормы, стараюсь. Нам в помощь здесь такой способ, как матрица Эйзенхауэра. Я думаю, что многие помнят, кто такой Эйзенхауэр. Это один из американских президентов. Достаточно такой известный, популярный, умный человек. И как-то вот этот метод ему присвоен.
почему, ну, носит его имя. Ну, скорее всего, отношение к нему какое-то непосредственное имеет. Что здесь предлагается? Мы здесь делим вот все наши события, которые нас окружают, на 4 части. И в правом верхнем углу мы помещаем события срочные и важные. Вот предположим, что вот сессия у вас уже на носу, и у вас энное количество дел, вы не можете в этих делах разобраться, и вот давайте попробуем их сейчас систематизировать. И вот сюда мы напишем самые срочные и самые важные дела. Это те, которые, как говорится, надо было сделать еще вчера. Вот вчера еще надо было сдать. Или неделю назад надо было еще сесть за эту работу, а завтра вот надо сдавать. Вот это срочные и важные. Записали их в эту, это так называемые дела А. Дальше у нас дела Б. Это срочные, но не важные. Срочные. Так, извиняюсь. Давайте вот сначала вот это у нас Б. Важные, но не срочные. Так, важные, но не срочные. Вот это у нас прямоугольничек, квадратик Б. Это дела, которые также важны. Та же самая какая-то подготовка к экзамену. Ну, допустим, экзамен он не завтра, не послезавтра, а через неделю. И, например, к этому экзамену надо сделать ряд заданий, какой-то допуск. И эти задания надо начать делать заранее, потому что за один день их сделать невозможно. И вот вы планируете, что, этих заданий, к примеру, там 5. Вы планируете время, то есть сегодня я сделаю там 2 задания, завтра я сделаю еще 2 задания, послезавтра 1 остается. Или так, я делаю через день. Или каждый день по 1 заданию. Так, чтобы у вас хватило времени для них, для всех. Дело в том, что вот эти важные, но не срочные дела, если мы их не делаем, они автоматически переходят в срочные и важные. Важные, но не срочные перебегают в срочные и важные. И вот здесь уже пожар, землетрясение, вулкан. Срочные, но не важные. Это какие-то прерывания, перерывы, телефонные звонки и так далее. Дело в том, что срочные, но неважные дела, их можно переадресовать. Ну, живете вы вместе в одной комнате. Кто-то больше загружен, кто-то меньше. Распределили дела так, что сегодня, допустим, завтра у вас экзамен, и сегодня вы сидите, а кто-то более свободен, и он пошел за продуктами. Надо срочно купить продуктов, их нету. Пожалуйста. А завтра это сделаете вы. То есть эти дела можно переадресовать кому-то. Самое главное, что их надо сделать. Но не обязательно это делать именно вам. Тут не так важно, кто это сделает. И вот еще у нас несрочные и неважные дела. Это какая-то рутинная работа. Это просмотреть, например, сообщения и вовремя на них ответить. Некоторые телефонные звонки. А также, чем мы с вами вообще грешим, это пожиратели времени. Пожиратели времени. Залез я в интернет, немножечко отвлечься, расслабиться, да? Планировал на, допустим, 15-20 минут, не знаю, полчаса, 3 часа улетело, и я там в них просидела. Кого-то лайкнул, в каких-то соцсетях застрял и так далее. Тогда заводим будильник, да? Ставим время, сколько я готов потратить на это, чтобы не зависать бесконечно. Пожирателей времени достаточно много, и мы на самом деле часто тратим, и время утекает сквозь пальцы. Так. Надеюсь, что постарайтесь взять и расписать свои дела так, чтобы у вас на каждое из них хватило время, и вы выделили столько времени, сколько было необходимо. Перейдем к когнитивным процессам. Они у нас
важнейшую роль. Когнитивные процессы – это наша память, внимание, мышление, воображение. Ведущую роль, конечно, играет мышление в плане обучения. Хотя память – это тоже не последнее дело. Да? То, как мы сумеем запомнить, это будет для нас очень важно. Так вот, саморегуляция памяти. Успешность воспроизведения материала во многом как раз определяется способом его запоминания. Подчас, да, у человека неравномерно развиты все виды памяти. У нас есть зрительная память, у нас есть слуховая память, у нас есть двигательная память, там, мышечная память, мелкая моторика, да. Разные виды памяти по-разному бывают у того или у другого человека развиты. Надо вообще знать, где наше слабое место, а где наше сильное звено. И пользоваться. То есть если у нас лучше развита зрительная память, рисуем схемы, различные схемы, рисунки, обозначения, то, что зрительно нам может помочь, да, сориентироваться. Если слуховая, значит, читаем, проговариваем или прослушиваем какие-то записи. Если это мышечная двигательная память, пишем конспекты. Вот это все поможет нам. Но, кроме того, нам может помочь способ группировки материала. Он облегчает запоминание многозначных чисел, формул. Также хорошо работает ассоциативный прием, когда у нас есть какие-то ассоциации, и через ассоциации мы воспроизводим информацию. Ну, например, запомнить теорему Пифагора помогает такая фраза: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». То есть квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Также при подготовке к экзамену ведущая роль играет внимание. Я думаю, что тоже вы слышали еще со школьных времен, что вот все хорошо, да, только человек бы мог иметь очень высокие результаты, вот внимание страдает. Да? На что нам надо будет обратить, чтобы это внимание у нас усилилось? Смена учебных предметов при выполнении домашних заданий способствует сохранению устойчивости внимания. Про что это? При подготовке к экзаменам. Когда мы занимаемся, допустим, одним каким-то предметом, потом переходим к другому предмету. То есть не занимаемся целый день одним и тем же, а переключаемся. Вот это переключение способствует разнообразию, и мы лучше усваиваем материал. Либо если мы сосредотачиваемся на одном предмете, то немножко можно поменять темы. Дальше. Активность нашего внимания и умственной деятельности повысится при наличии приятных запахов. Это такой тоже метод ассоциации. Если мы добавим лимон, лаванду, лучше мы будем запоминать при такой фоновой музыке. Это шум дождя за окном, легкий шум прибоя, да, шум ветра, деревья шелестят. Необходимо принимать во внимание, что даже самый интересный материал, самая интересная лекция самыми внимательными людьми воспринимается так вот основательно только 7-8 минут. А потом мы все равно куда-то отвлекаемся. Чуть-чуть отвлеклись, в окно посмотрели, ручкой пописали, что-то порисовали. Вот такое вот бывает. Кратковременное переключение внимания. И поэтому нам эти переключения надо устраивать. Когда мы начинаем испытывать усталость, то не надо перенапрягаться, а вот как раз надо переключиться. Останавливаемся, делаем паузу в работе. Можно выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, или если вы не можете выйти из комнаты, да, вот вы ограничены в пространстве, хотя бы встать, походить по комнате, подойти к окну. Подошли к окну, посмотрели на небо, деревья, на идущих
людей по улице, попробовали вообразить, куда они идут, о чем они сейчас думают, про что разговаривают. Можно использовать такой физиологический прием. Опустите ладони своих рук под холодную воду на 2-3 минуты. Это тут же переключит ваше внимание, снимет усталость и активизирует вас. Постарайтесь каждый день, отведенный на подготовку к экзаменам, иметь некоторое время, да, для вашего хобби, для ваших развлечений, для занятий, которые приносят вам удовольствие и радость. Нам надо, чтобы у нас вырабатывались определенные гормоны, которые будут поддерживать наше ресурсное состояние. Как еще можно немножко отвлечься? Можно написать свое имя над головой в воздухе. Это повысит работоспособность вашего мозга. Вот я взяла и так написала, да, Светлана. И немножечко отвлеклась и расслабилась. Ну вот то, что я хотела вам сейчас по содержанию предложить, эту тему, вроде бы вот по содержанию я тот материал, который хотела, я вам дала. И сейчас, чтобы на чем еще я хотела бы остановиться. Этот материал, этот вебинар, он будет в записи. Сейчас, после его окончания, я ссылку скину всем замдеканам по воспитательной работе, а они, соответственно, поделятся с вами, и у вас будет доступ к этому вебинару, да, при желании вы сможете зайти, освежить в памяти какие-то приемы и их использовать. В случае, если вам нужна какая-то индивидуальная помощь, да, по вопросам психологической готовности к экзаменам, либо по каким-то другим вопросам, вы можете обратиться на консультацию. Я, в общем-то, на всех факультетах проводила встречи с первокурсниками, и вы, конечно, про эту информацию знаете, и многие из вас уже обращались. Ну вот сейчас еще раз напоминаю, да, вот мой телефон, записываться в WhatsApp, ориентируемся все-таки на время с 10 до 22, потому что ребята иногда пишут ночами, я просто могу это не увидеть и, в общем, и не обязана, да, ночью смотреть. Начнешь читать, потом это меня будет. Это мой личный, поскольку телефон, да, вот поэтому вот ограничимся вот в такое время, и я вас запишу, и вы можете подойти. Это адрес непосредственно, где располагается мой кабинет. Если вам требуется какая-то срочная помощь, именно вот скорая помощь вам требуется, да, то существует у нас телефон 8 800 222 55 71, и по этому телефону вам могут оказать психологическую помощь. Специалисты, да, бесплатно, анонимно и круглосуточно. Но вот что еще не сказала, также вот у нас существует у нас психотерапевт, который принимает в студенческой поликлинике. Там, где вы проходили медосмотр, на Чернышевского, 125. Не на Цурёпа, где поликлиника непосредственно находится, а на Чернышевского, где медосмотр проходили. Там принимает психотерапевт, но надо записываться в регистратуре, потому что там тоже все по записи. Но это если вы чувствуете, что вам необходима более серьезная помощь, чем психологическая. Так, и на этом я могу завершить, да. Хочется пожелать вам удачи, чтобы вы свою первую сессию сдали легко,
с хорошими результатами, были довольны этими результатами, чтобы была стипендия у вас после окончания этой сессии, чтобы все было хорошо, благополучно, результаты достойные того, сколько усилий вы вложили. Ну, а кому-то может просто повезти, ради бога. Спасибо